вами Азбука инвестора, я Марианна Минскер. Здравствуйте. Тема этой программы – фигура бриллиант. Бриллиант – довольно редкая фигура технического анализа. Размер ее может быть любым – от совсем маленького до гигантского, в зависимости от ситуации на рынке. Бриллиант может стать как разворотной фигурой, так и фигурой продолжения основной тенденции. Но по сути эта фигура является тенденцией промежуточной. В любом случае, преодоление границ модели означает начало нового движения. Бриллиант – еще одна относительно редкая модель, которая образуется на вершине рынка. Особенностью этой конфигурации является то, что она объединяет в себе две различные модели треугольника – расширяющийся и симметричный. Из примера видно, что первая половина алмазной формации имеет очертания расширяющегося треугольника, вторая – симметричного. Динамика объема, в общем-то, соответствует ценовой. В первой половине формации объем возрастает, а затем, по мере уменьшения колебаний цен, приходящегося на вторую половину, снижается. Линии тренда, которые сначала расходятся, а потом сходятся, образуют графический рисунок, напоминающий бриллиант или алмаз. Отсюда и идет название модели. Это относительно редкая модель. В основном она встречается, когда рынок достигает своих вершин. Чаще всего она бывает моделью перелома тенденции и лишь изредка моделью продолжения тенденции. Модель алмаз завершается прорывом восходящей линии тренда во второй половине образования. При этом обычно происходит рост торговой активности. Методика измерения с помощью модели алмаз напоминает способы измерения моделей треугольник. Расстояние измеряется строго вертикально, в самой широкой части модели, а затем проецируется вниз от точки прорыва. Иногда наблюдается возвратный ход цен, достигающий нижней линии сопротивления, после чего понижающаяся тенденция возобновляется. Наш эксперт Андрей Сапунов, портфельный менеджер инвестиционной компании «Финам». Андрей, а стоит ли работать внутри бриллианта? Внутри бриллианта работать не следует. Образующее его движение является краткосрочными тенденциями и сопровождается разрывами и резкой сменой направления. Поэтому при появлении этой фигуры лучше просто подождать, когда игроки успокоятся, а затем присоединиться к сильной тенденции. Андрей, приведите примеры сделки с бриллиантом. Как мы уже ранее говорили, бриллиант на рынке гость редкий, но меткий, поэтому появляется нечасто. Давайте рассмотрим начало прошлого года по паре фунт-доллар. Курс фунта после тестирования сопротивления 1.9550 откатил обратно к середине диапазона 1.9420-1.9550. И таким образом сформировал достаточно редкую фигуру теханализа бриллиант, который по классическим канонам является разворотной фигурой и предполагает разворот наверх с тестированием линиям поддержки нисходящего коридора, а возможно и с пробоем последней. Трендследящие индикаторы находятся во флетовом состоянии, осцилляторы в нейтральной зоне, что говорит о динамическом равновесии в паре. О результатах того разворота можно судить и по сей день. Доллар продолжает долгосрочное снижение относительно фунта. А чем отличается бриллиант от фигуры голова и плечи? Путаница между двумя фигурами не столь существенна, поскольку обе они сигнализируют о развороте. Единственное отличие – это то, что у бриллианта нет явно выраженной шеи, а есть две разные линии поддержки. После формирования бриллианта целью является его высота, величина самой широкой части, отложенная от точки пробития линии поддержки. А от флага и вымпела? В отличие от расширяющейся алмазной формации, которая встречается относительно редко, модели флаг и вымпел – более частые гости на графиках фьючерсного и спот рынков. Они в силу своего сходства обычно рассматриваются всегда вместе. Эти конфигурации образуются на одном и том же участке развития тенденции, им соответствуют одинаковые показатели объема торговли и, наконец, способы их измерения также сходны. Модели флаг и вымпел знаменуют короткие паузы в динамично развивающейся тенденции. Формированию этих моделей на графике должна предшествовать крутая и почти прямая линия движения цен. Они обозначают рынки, которые в своем развитии вверх или вниз как бы обогнали сами себя, и поэтому на какое-то время должны остановиться и передохнуть, прежде чем продолжать движение в прежнем направлении. Флаги и вымпелы относятся к наиболее надежным моделям продолжения тенденции. Перелом тенденции на этих моделях проявляется очень редко. Посмотрите на картинке, как похожи эти две модели. Прежде всего, обратите внимание на быстрый рост цен в сочетании с большим объемом, предшествующим появлению модели, а также на резкое снижение активности по мере ее формирования, что сигнализирует о вступлении рынка в фазу консолидации. Затем активность бурно возрастает при прорыве верхней линии тренда. Бриллиант – лучший друг не только девушек, но и трейдеров, использующих данный метод. Но на графиках бриллианты, как и в жизни, иногда бывают фальшивыми. Так что перед тем, как совершать сделку на основе фигуры бриллиант,
следует убедиться, что все условия соблюдены. С вами была Марианна Минскер, спонсоры показа ЗАО «Финам» и ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу БКС. Удачных вам инвестиций и до встречи!